утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 28 мая, последняя пятница этой весны. И это утро с вами проведем мы, Степан Федоренко, Полина Долинская. Сегодня наши коллеги приготовили для вас много интересного. Например, сегодня мы узнаем, как в Алдане поздравили пограничников с их праздником. Также наши нерюнгринские коллеги побывали на концерте коллектива «Апельсин». Катерина Винокурова расскажет, какими правами обладают покупатели, и ответит на вопрос, можно ли заходить в магазин с собакой. Также нас ждут традиционные рубрики, полюбившиеся всем нам, интересные гости, важные новости к этому часу. Напомним, номер WhatsApp. Номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления с последней пятницей, с Днем пограничника. С Днем пограничника, да, поздравляйте. С днем рождения ваших родных и близких, а может быть в вашей семье есть выпускники. Ну, а также просто делитесь планами на предстоящие выходные. Также у нас есть страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите анонсы будущих программ. Ну а далее информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах столбик термометра показал 5-9 градусов. В заречной группе сегодня прохладно. В Амге +3 с утра и +10 в Чурапче. Здесь будет жарко в течение дня. В южных районах в Алдане +7, Нерюнгри +5, а в Вилюйской группе Улусов теплее всего в самом Вилюйске. В Сунтаре также +13 градусов. В Нижнеленских 5-10 градусов тепла, в западных 9-11. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 8 до 14 градусов со знаком плюс. В Янских 10-13. На северо-западе будет прохладно. В Саскалахе сегодня ожидается -2 градуса, а вот в Оленьке +2. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер северный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем 20-22 градуса со знаком плюс. Ну что ж, день обещает быть хорошим. Последняя неделя этой весны заканчивается летним настроением. Да. Ну а у нас пришло время узнать, какие важные события произошли в республике и за ее пределами. Выпуск новостей с Василием Радченко. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что СВФУ планирует принять на бюджетные места свыше 4000 студентов в этом году. Это касается программ среднего профессионального и высшего образования. Как пояснили в университете, в новом учебном году наибольшее количество бюджетных мест на целевое обучение выделено для будущих медиков. Также в 2021 в финансово-экономическом институте состоится первый набор по совместной образовательной программе Высшей школы экономики и СВФУ. Ленские выпускники прошлых лет возрастом до 35 смогут учиться за счет бюджета. Об этом рассказали в районном комитете по молодежной и семейной политике. В программу также вошли те, кто обучается в ВУЗе или СУЗе на платной основе. В этом году условия целевого обучения изменили в пользу абитуриентов. Для вступления в программу средний балл в школе снижен с 4 до 3,5. Приветствуется обучение по дефицитным в районе профессиям. Это учителя, врачи и работники сельского хозяйства. После получения диплома этих специалистов сразу трудоустроят. Специальности, да, пользуются спросом. На данный момент у нас принято 23 заявления от выпускников. По направлению здравоохранения 6 заявлений, по направлению образования 5, сельское хозяйство 3 и по нефтегазовому направлению 9 заявлений. Якутск уже в эту субботу впервые примет Дальневосточную юношескую футбольную лигу. Соревноваться будут 10 команд, в том числе наши ребята из клуба «Арктика». 9 игр серии пройдут в Якутске и 9 на выезде. Первая выездная игра у республиканской сборной состоится в городе Петропавловск-Камчатский. На сегодняшний день на стадионе Туймада полным ходом идут тренировки и отработка стратегии. По словам тренера команды «Арктика», ребята заряжены и готовы к соревнованиям. Ну, ребята готовятся уже с января месяца.
Мы уже узнали, мне позвонили и сказали, что будет летом Дальневосточная юношеская футбольная лига. И спросили, готовы ли выставлять команду. Я 100% ждал такой хорошей возможности, чтобы выступить. Готовили еще очень долго и выезжали на очень много соревнований. Ну а к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Сегодня мы вновь предлагаем вам освоить комплекс упражнений дыхательной гимнастики. Напомним, что эти упражнения хороши для людей, перенесших коронавирусную инфекцию или пневмонию, но также вполне подойдут для всех остальных, кто заботится о своем здоровье и бодрости. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз. Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно от 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Мне как раз... В Якутии идет массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Многих интересует, как вакцина действует на организм, в течение какого времени возникает иммунный ответ, как готовиться к вакцинации и какие есть противопоказания. Эти и другие вопросы мы адресуем заведующей отделением аллергологии и иммунологии консультативно-диагностического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Дарье Лонгиновой. Дарья Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как надо ли специально как-то готовиться к вакцинации? Вот что нужно знать? Обычно вакцинация против коронавируса не требует особой какой-то подготовки. Если у человека нет обычно, то, естественно, в день, когда человек получает вакцинацию, накануне желательно обязательно не принимать. Дарья Дмитриевна, просим прощения, у нас какие-то технические неполадки. Сейчас в скором времени мы разберемся с этим вопросом. Ну а сейчас мы предлагаем узнать, какие же даты и события на сегодняшний день выпадают на 28 мая.
28 мая – день SEO-оптимизатора Рунета. Эти специалисты улучшают работу поисковых систем. В России сегодня День пограничника, День сварщика и День брюнеток. Также 28 мая – Европейский день соседей. По народному календарю, если восход солнца был багряным, лето будет с грозами и пожарами. 28 мая 1595 года заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. 28 мая 1756 года – день рождения майонеза. По одной из версий, соус создали военные в оккупированном французском городке Маон, просто потому, что из продуктов остались только растительное масло, яйца и лимоны. 28 мая 1858 года заключен русско-китайский Айгунский договор – документ о границе, торговле и другим вопросам. В 1961 году в этот день создали независимую правозащитную организацию «Международная амнистия». Она выступает в защиту прав человека. 28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. 28 мая 1738 года родился Жозеф Гильотен, французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины. В 1877 году в этот день родился Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель. В 1908 году, 28 мая, на свет появился Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде. 28 мая 1962 года родился Андрей Панин, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. В 1973 году в этот день появилась на свет Мария Миронова, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. 28 мая 1976 года родился Алексей Немов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион. Именины в этот день празднуют Дмитрий, Макар, Памфил и Пахом. Мы продолжаем тему. В республике началась массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. И гость нашей студии, заведующий зав. Отделения аллергологии и иммунологии консультативно-диагностического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Дарья Лонгинова. Дарья Дмитриевна, здравствуйте еще раз. Доброе. Вот как нужно специально как-то готовиться к вакцинации? Что нужно знать перед тем, как получить прививку? Вакцинация против ковид особо не отличается от других видов вакцинации, поэтому особой специальной подготовки не требует. Другой случай, если у человека есть какие-то сопутствующие заболевания, в первую очередь аллергические, тогда нужна подготовка. Все по-разному переносят. Кто-то вообще бессимптомно после прививки, у кого-то, наоборот, ухудшение общего состояния, озноб, там, рука болит в месте укола. Какая реакция должна быть и вот от чего она зависит? Думаю, не очень правильно говорить, что должна быть реакция на получение вакцины. Просто реакции могут быть легкие. В Российской Федерации принято такое обозначение «нормальная реакция» на прививку и тяжелая реакция. Мы поговорим о нормальных реакциях. Это боль, отек в месте введения, повышение местной температуры, небольшое недомогание с головной болью. Все это в рамках вакцинации, если заканчивается через 24-72 часа. И не требует никаких приемов препаратов и обращений в медицинскую. То есть 24-72 часа, если какие-то недомогания, это нормально? Недомогание и местная нормально. реакция – это все в рамках самой вакцинации. А какие противопоказания существуют к вакцинации от ковида? Существует абсолютное противопоказание, то есть постоянное противопоказание и временное. Постоянное противопоказание, то есть абсолютное, это в первую очередь анафилактический шок в анамнезе любой природы, не только лекарственный, и заболевания онкологические и аутоиммунные заболевания. В принципе, и беременность, да, но это временное противопоказание. И все. Временными, то есть относительными противопоказаниями могут быть обострение любого хронического заболевания, обострение аллергического заболевания в данное время, инфекционное заболевание.
Вот, еще раз, беременность и кормление грудью. Ну и дети до 18 лет. А как скоро приходит иммунный ответ и начинают вырабатываться антитела? Есть ли какое-то время, именно конкретный срок? Это не настолько автоматический процесс. Это связано с иммунитетом, да, с перестройкой иммунитета. Но в среднем около 3 недель, когда начинают появляться антитела. Это после первой или После второй? после первого этапа вакцинации. Какова вероятность того, что человек заболеет после прививки, после вакцинации? Заболеет чем? Ковидом. Коронавирусом. Человек может встретиться с вирусом и заболеть, но заболевание будет протекать в легкой форме. Но для этого нужно быть уверенным, что в момент постановки вакцинации, прививки, все-таки да, он не был уже заражен в острой стадии. Как специалист, что вы можете посоветовать тем, кто еще сомневается перед получением вакцины? Я думаю, что любое сомнение, оно, наверное, обосновано. Да? Человек не будет на пустом месте волноваться. В любом случае нужно проконсультироваться у врача, особенно если человек страдает хроническими заболеваниями, перенес какие-то тяжелые заболевания, если страдает аллергическими заболеваниями. Нужна консультация врача и всегда будет решаться индивидуально. Большое вам спасибо за Дарья такую Дмитриевна. беседу. Дорогие друзья, все это подводится к тому, что наше здоровье в наших руках. И именно от нас зависит то, как будет дальше складываться ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране и в мире. Сегодня в России отмечается День пограничника. И мы с удовольствием и гордостью поздравляем всех причастных к этому празднику людей, чья служба проходила на границах с их праздником. Ну а в Алдане пограничников поздравили накануне. На встрече воинов-пограничников побывала Татьяна Вахнина. Военнослужащим российских погранвойск приходится защищать самую длинную государственную границу в мире. Традиционно в Алдане День пограничника становится общегородским праздником. Здоровья, сил и крепкого духа солдатам, чья служба прошла на рубежах страны, желают все земляки. Братство у нас очень серьезное, действительно погранцы, наши алданские молодцы. У них хороший подход к воспитанию патриотическому, в нем участвуют. Алданцы, ветераны погранвойск, ведут активную общественную работу, принимают участие в мероприятиях района и города и уделяют огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Их главное напутствие молодежи лаконично – верно служить отчизне и в любой ситуации оставаться человеком. Не зря юнармии создали именно 27 мая. Цель была такая, чтобы этот день был знаковый не только для юнармейцев, но и для страны. И воины-пограничники послужили основой, скажем так. Вячеслав Коршков – ветеран боевых действий в Афганистане. Глубоко личным праздником, помимо Дня пограничника, он называет 15 февраля, когда был завершен афганский конфликт. Да как любая война, мне кажется, одинаковая. Все войны одинаковые. Когда едут колонны, то он прикрывал эти колонны, он был пулеметчиком на заушке. А что это такое? Это когда ты сидишь в кузове и за пулеметом. И вот эту всю колонну, которую мы ехали, он прикрывал. У него медаль за боевые заслуги. Владимир Максимов тоже прошел Афганистан. Солдат-пограничник – это характер. Я был водителем. Приходилось ездить через весь Афганистан. Газни, Кабул, Джалалабад, Баграме был. Потом много раз в Хайратон ездили через Саланг. Вот работа обыкновенная. Неся службу на границах, проходящих по суше, в воде и в воздухе, защитники Родины ежечасно и ежеминутно охраняют спокойствие огромной страны. Они же первыми встречают врага. В свой праздник ветераны-пограничники желают новобранцам одного, чтобы впредь не доводилось отражать атаки, а служба проходила на страже покоя россиян. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан.
С удовольствием присоединяемся к поздравлениям наших славных пограничников с их праздником. Ну а если, друзья, вы еще не успели пожарить яичницу или, может быть, сварить кашу, вы можете посмотреть нашу постоянную и полюбившуюся вами рубрику «Полезный завтрак» и узнать, что же интересного сегодня приготовит наш шеф-повар. Сегодня я вам покажу, как готовить японский завтрак. Для этого нам понадобится шампиньон, морковь, болгарский перец, рис, соевый соус и яйцо. В нашем случае будет 2 яйца. Так, в первую очередь нарезаем. Нам достаточно будет пол шампиньона, потому что мы делаем на 1 порцию. Нарезаем его тоненько. Тоненько нарезаем. Нарезаем все овощи. Можно как соломкой, так и кубиком. Но я нарежу соломкой, мне так больше нравится. Перчик. Сначала мы пожарим вот этот. После того, как у нас пожарились овощи, заправляем туда рис. В нашем случае обычный отварной рис. Где-то грамм 120. Добавляем соевый соус. Все это припариваем соевым соусом. И в конце мы добавляем яйца. Так, в принципе, все. Блюдо готово. Вылаживаем его в тарелочку. Ну, такой посытнее, он уже будет такой посытнее завтрак. Украсим его зеленью. Можно добавить огурчик, разнообразить нам. Так. Так, можно помидорчик еще. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Приятного аппетита хочется пожелать всем тем, кто сейчас завтракает. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем наш эфир. Кто-то хорошо поет, кто-то любит танцевать, а кто-то хорошо рисует. И именно для вас следующая информация. 17 мая на нашем канале стартовал конкурс детских рисунков. Телеканал Якутия-24 «Глазами детей». Участники конкурса, посвященного ко Дню защитника детей, должны показать, какими они видят работу корреспондентов, ведущих и других сотрудников телеканала. На сегодняшний день мы получили уже более 40 работ. У вас есть еще время, чтобы принять участие в нашем конкурсе. Рисунки, исполненные акварелью, гуашью, тушью, цветными или простыми карандашами, пастелью или цифровые изображения принимаются до 18 часов по якутскому времени до 30 мая. Необходимо прислать отсканированную работу на электронную почту редакции nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков». Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение и населенный пункт, а также техники и материалы, использованные при создании
рисунка. Жюри оценивает самостоятельность исполнения, оригинальность, полноту раскрытия темы, творческий подход в выполнении рисунка, воображение и мастерство юного художника. Все конкурсные работы размещаются на сайте ekt24.ru и на официальных страницах телеканала «Якутия-24» в социальных сетях. Жюри наградит 3 победителей ценными призами и грамотами в эфире программы «Утро Якутии» 1 июня, в День защиты детей. Ну и вот хочется показать замечательные подарки, которые достанутся победителям. Вот, пожалуйста, друзья, как раз-таки для юных художников замечательные наборы для того, чтобы продолжать улучшать свои навыки в рисовании. Ну а также победителя ждет еще и бесплатная полугодовая подписка на журнал «Юность Севера». Ну что ж, мы ненадолго прервемся и продолжим наш эфир. Ну что, друзья, мы продолжаем наш эфир. На календаре у нас 28 мая, и это последняя пятница весны. Совсем скоро и уже наступит лето. И в этот день встречаем утро на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» в программе «Утро Якутия» мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Напомним, наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления для своих родных или близких, а также какие-то добрые, позитивные, полезные новости. Также вы можете поздравить с днем рождения близкого человека. Если же в вашей семье есть выпускник, то тоже отправляйте свое поздравление. Ну и также делитесь новостями на предстоящие выходные. Также у нас есть страничка в инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите анонсы будущих программ. Одним из самых доступных и востребованных за последний год видов туризма стал автотуризм по России. Видимо, в том числе этим объясняется рост выданных автокредитов в 2021 году. На сегодняшний день деньги у банков на покупку автомобиля взяли более 87 тысяч россиян. Подробности об этом и о других новостях экономики расскажет наш экономический обозреватель Иван Лазаренко. Российские банки в апреле выдали более 87 тысяч автокредитов, что в 6 раз больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с мартом показатель увеличился на 19%. Россияне бросились брать займы на машины, поскольку в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили, отмечают эксперты. Кроме того, из-за сильного подорожания автомобилей увеличилась доля россиян, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит. В России с начала года действуют новые штрафы для владельцев квартир. Теперь наказание может грозить не только за действия, угрожающие жизни людей, но и, например, за выброс опасного для здоровья мусора. По словам экспертов, согласно новым правилам противопожарного режима, раскошелиться придется за хранение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехнических изделий, баллонов с горючим газом, а также товаров в аэрозольной упаковке. Не менее излюбленное занятие россиян – загромождать пути эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами. Ставить хлам у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Если это было сделано ранее, владельцам жилья следует привести все в надлежащее состояние. Минтруд предложил раздавать российским работодателям деньги для снижения уровня безработицы в стране. Они смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые завершили учебу в 2020 году. Согласно поручению президента, до конца года число безработных должно снизиться примерно на 1 миллион человек. Выпускники прошлого года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан. Как заявили в Минтруде, из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации. А из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию. Программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе. Субсидии можно направить, например, на организацию рабочего места. По данным Минтруда, под критерий программы попадают около 15 тысяч человек.
Авиакомпания «Якутия» начала базирование воздушных судов в аэропорту Хабаровска. Такое решение принято руководством авиакомпании ввиду реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительных работ в аэропорту Якутска. Кроме того, в аэропорту Хабаровск организована линейная станция технического обслуживания воздушных судов. Базирование воздушных судов в аэропорту скорректирует полетную программу перевозчика. Так, «Якутия» увеличит частоту по некоторым направлениям полетов из аэропорта Хабаровска и возобновляет полеты по ранее выполняемым рейсам. Так, в расписании воздушной гавани теперь значится рейс Хабаровск, Магадан, Анадырь. После новостей экономических самое время узнать, что же происходит на территории республики, а также за ее пределами. Прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Василий Радченко. Отделение пенсионного фонда в Нерюнгри реорганизует. Обосновывают это необходимостью совершенствования организации работы и повышения уровня контроля за средствами, направленными на пенсии. До конца года продлится упрощенный порядок получения услуг пенсионного фонда, который был введен весной 2020 года из-за распространения коронавируса. В частности, не посещая отделений, продлится дистанционное назначение пенсий через личный кабинет и по телефону. Пенсионный фонд не стоит на месте. Конечно, мы очень широко внедряем электронные услуги, личные кабинеты. И пандемия показала свою эффективность. Вот в связи с пандемией электронные сервисы показали свою эффективность, что без посещения клиентских служб территориальных органов можно получить практически все государственные услуги, касаемо пенсионного социального характера. Массовую вакцинацию ведут в Чурапчинском районе Якутии. Из всего поступившего препарата против ковида реализовано 93%. На следующей неделе ожидается новая партия. Мобильные бригады Центральной больницы проводят прививочную кампанию среди работников по заявкам организаций и предприятий. К примеру, в сфере образования на сегодня привито порядка 150 человек. По наслегам, если сказать, то самое большое количество получили это Мандагаи, на втором месте Чеппара и третье это Марыла. Ну и пользуясь случаем, я бы хотел сказать, что для нашего населения района, что всегда в истории человечества, когда были такие случаи пандемии и эпидемии, то всегда побеждала только вакцина. Поэтому, пользуясь случаем, призываю все население все-таки заботиться о наших старших, пожилых людей, чтобы их здоровье было, получить вакцину. Реконструкцию останков древней девушки презентовали в музее имени Ярославского в Якутске. Погребение 18 века нашла в 2006 году совместная экспедиция французских и якутских археологов на территории Чурапчинского района. Останки удалось полностью скопировать искусственным материалом, а кости перезахоронили обратно в то же место. В целом, в ходе разведки ученые впервые открыли 5 погребений путем радиоуглеродного анализа. В частности, захоронение коня, а также выявили применение огня в погребальном обряде якутов. Не просто захоронение, оно очень интересно по своей атрибутике. Девушка одета хорошо, это вот видно, что девушка из знатного рода. И можно сказать, что сохранность тоже более-менее такая, что можно и показать широкому кругу интересующихся людей. И поэтому мы решили, что вот все-таки, если народ интересуется, если людям это интересно, сделать вот такое вот захоронение из искусственных материалов. На этом пока все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Полин, как ты думаешь, надо ли сдавать сумку в камеру хранения супермаркета? Я думаю, что те самые супермаркеты, которые уже давным-давно оснащены системой оповещения о краже товара, я думаю, как-то не нуждаются в таких манипуляциях, как, допустим, просто принудительно заставить оставить сумку. Я думаю, что это больше подойдет в случае того, что, разгрузить руки, допустим. Если действительно не стоит брать тележку, что-то такое штучное, разовое взять и купить. Ну вот надо ли сдавать сумку в камеру хранения супермаркета? Можно ли в магазин ходить с собакой? И что делать, если вы нечаянно разбили банку или бутылку? Ответы знает Катерина Винокурова.
Каждый из нас хотя бы раз в неделю выходит в супермаркет или в магазин у дома. Большинство делают покупки практически автоматически. Однако это, на первый взгляд, простая процедура имеет ряд правил, о которых мы, покупатели, не знаем. Часто супермаркеты просят оставить питомцев на улице. Подчиняться или нет, покупатель решает сам. С точки зрения закона, собака – это ваше имущество. Точно такое же, как смартфон, часы или автомобиль. Вы вправе находиться со своей собакой в любом месте, но если ваша собака на поводке. Собака должна быть в наморднике, должна сопровождаться владельцем. То есть она должна гарантировать именно безопасность для других посетителей. Поводок и намордник обязательны. Если вы повредили товар, случайно задев его на полке, то автоматически оплачивать его вы не обязаны. Неправильная расстановка продуктов или мокрый пол – вина администрации. Если они, соблюдая закон, расставили в соответствии с требованиями закона, то, конечно, наступает ваша ответственность за то, что вы небрежно так поступили. Но если они, полки стоят, в недостаточном пространстве, то есть невозможно притиснуться, как говорится, и, конечно, здесь уже наступает ответственность продавца. Даже в крупных гипермаркетах охранники просят покупателей оставить сумки и пакеты в камерах хранения. Делается это вовсе не для удобства посетителя, а для того, чтобы посетитель ничего не прикарманил. Оставлять ручную кладь или взять с собой в торговый зал решает исключительно сам покупатель. В силу своей профессии у нас бывает такое, что аппаратуру мы носим с собой. Это камеры, фотоаппараты, и они находятся у нас в специальных рюкзаках. Они нестандартного размера. И бывает такое, что мы заходим в магазин, и охранники или продавцы просят нас оставить рюкзаки в ящиках для хранения. Но наши рюкзаки нестандартного размера, и они не помещаются в эти ячейки. И это во-первых. А во-вторых, аппаратура очень дорогостоящая, и в магазинах есть надписи, что администрация магазина не несет ответственности за вещи, которые находятся там. Если администрация магазина предупреждает вас, что ответственности за сохранность вещей не несет, ссылайтесь на пункт 2 статьи 887 Гражданского кодекса. Ключ с номером возможно считать договором. Магазин не имеет права требовать, чтобы вы ставили свое же имущество в ячейки, тем более, если даже они запираемые, то есть на ключ. Также не имеет никаких правовых оснований также обыскивать человека при входе и выходе, то есть они не имеют такого права, а это право только предоставлено сотрудникам правоохранительных органов. Быть обманутыми, приобрести некачественный товар или отстаивать свои интересы, не давая себя в обиду, решать только вам. Кстати, что касается защиты прав потребителя, недавно я узнала, что, оказывается, если, находясь в каком-то месте общественного питания, тот же самый ресторан или, может быть, какое-то заведение, кафе, если случайно вы разбили что-то из посуды, то вы не обязаны это оплачивать, потому что для начала, если это было непредумышленно, то вины вы не несете за это. А если умышленно? А если умышленно, то вы должны как минимум восстановить убытки. Кстати, что касается ресторанов и кафе. В Нерингре, между прочим, свой 10-летний юбилей отметил вокальная студия. Ты представляешь, наверное, они собрались все вместе, куда-то пошли и еще пели хорошие песни. Да, кстати, юбилей у них был в прошлом году, 10-летний, но выйти на сцену и отпраздновать это событие удалось только сейчас. Как прошло мероприятие, расскажет наша коллега из Нерингри Ирина Кичигина. В очередной раз со сцены Центра культуры и духовности имени Пушкина зрители увидели яркое зрелище от апельсинок, как их ласково зовут нерингринцы. Благодаря усилиям руководителя Татьяны Усинок коллектив накопил репертуар песен в самых разных стилях. «В десятку» – так называлось шоу, в котором «Апельсин» подвел итоги своей работы за десятилетие, на протяжении которого совершенствовалось мастерство юных участников студии. Во-первых, огромная благодарность родителям, которые доверили своих детей и когда-то привели в наш коллектив. И стоя за кулисами, я подумала о том, что как здорово, когда артисты в таком возрасте получают такие эмоции
которыми встречали их сегодня наши зрители. Помимо вокала, на своих занятиях с ребятами работают хореограф и педагог по актерскому мастерству. Поэтому каждый номер – это яркое событие на любом концерте. В этот день со сцены прозвучали хиты зарубежной и отечественной популярной музыки. Юные артисты были, как всегда, на высоте. Номера украсили танцевальные коллективы «Северяночка», «Экзотика» и «Вариант». С особой теплотой зрители встретили дуэт выпускников Егора Харченко и Елизавету Слугину, которые исполнили романтическую песню «Над городом». 10 лет занимались в коллективе и будем заниматься. Да, уже 11-й год, и юбилей – это такая дата круглая, которую мы не могли пропустить никак. Хотелось, конечно, поздравить коллектив лично. Как вам получилось, скажем так, спеться, если Лиза у нас уехала, да? Егор, ты здесь еще, да? Она специально для меня приехала. Да, тайные репетиции. Сегодня в студии занимается около 30 талантливейших детей в возрасте от 6 до 16 лет. Мастерство участников подтверждают достижения в республиканских, российских и международных конкурсах. Но мы уверены, что и это еще далеко не предел. Ирина Кичигина, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем вокальную студию «Апельсин» с юбилеем. Да, поздравляем их с первым, надеемся, что не последним юбилеем. Кстати, Степа, у тебя есть домашние животные? Нет, к сожалению, у меня нет домашних животных. А если была бы возможность, кого бы ты завел? Ну, не знаю, кошку. Так банально. Банально. Кстати, многие из нас долгое время при словосочетании «домашнее животное» представляли обычно либо собаку или кошку. Но со временем их разнообразие сильно увеличилось. Сейчас почти никого не удивить ни крокодилом, живущим в ванной, или гигантским тарантулом в аквариуме. Вот так же, как и у нашего героя в следующем сюжете. Давайте посмотрим. В столице Якутии, в обычной квартире обычной многоэтажки с комфортом проживает коренной обитатель пустыни Калахари сурикат по кличке Сурик. Почти 3,5 года назад Сурика привезли в холодную Якутию, где он и обосновался. Просто однажды его хозяин Дмитрий увидел в зоопарке суриката и понял – это питомец его мечты. Благо, несмотря на заморское происхождение, в еде и быту сурикаты не особо прихотливы. Так, что он кушает? Кушают, конечно, у него в воле-то они как раз кобр, они кушают скорпионов. Ну, я ему скорпионов брал пару раз в наших зоомагазинах. Бизнес-ланч получается маленечко дорогой такой. Ну и наблюдать очень было интересно, как он с ним справляется. Очень любят куриные субпродукты, это куриные желудки, куриные сердца. Очень сильно они их любят. Очень любят морковку. И, кстати, вот по мясу заметил, они же хищники, но по мясу они... Вот что, ну, он любит свинину. Вот я думаю, сейчас как бы вот, исходя из этого у мультика немного другой расклад был бы уже вообще полностью. Там Пумбе было бы очень нехорошо от Сурикена. Сурик, любишь сыр? Любишь сыр. Любишь сыр. Любишь сыр. Любишь сыр. Забирай. Ты молодец. Просыпается очень рано, это 5-6 утра, и ложатся спать, допустим, мой ложится спать в 8-9 вечера. Чем это обусловлено? Это пустыня Калахари, и там как бы правит природу, правят законы природы. То бишь, если как бы ты не лег спать в норку в 8 вечера, у тебя большая вероятность просто быть съеденным либо гиеной, либо змеями, либо другими хищниками. И живут где-то 5-7 лет, если 7 лет прожил счастливчик на воле в Калахари. В неволе они могут жить до 15 лет. По уходу они практически не пахнут. Ну, при условии, допустим, если их мыть, их раз в месяц моешь, допустим, обычным шампунем, даже не зоошампунем, обычным шампунем их мою. Есть момент то, что у них вот это как бы когти, но это то же самое, это продолжение пальцев. Они ими копают. И я сразу говорю, если собрались заводить суриката, ни в коем случае не заводите дома цветы. Потому что он просто горшок выроет моментально. Они как кошки, провода они не грызут, обои они не рвут, ни в коем случае.
Был опыт, ну, единственное, что да, они там цветы вырывают, вот это может быть у них, да. И они проверяют вообще все на прочность. Допустим, если у вас только что свежий ремонт, вы можете смело запускать сурикаты и смело проверите, как у вас там приклеили плинтуса, как прикрутили, потому что как бы если их плохо прикрутили, он просто их отдерет. Но у него копающая есть такая штука, что он зацепил, он за собой дергает. Если это плохо приклеено, значит это отвалилось. В отличие от кошек, которые сами по себе как бы сурки воспринимает. Ну, многие говорят, что возьми второго, потому что ему будет скучно. Но нет, сурки воспринимает уже как второго суриката, именно не как хозяина, а как второго суриката, то бишь одноклановца. Забавные сурикаты легко идут на контакт с детьми и могут стать практически членами семьи. Самое главное помнить, сурикаты, как и прочие животные, это живые существа, а не игрушка на пару дней. Милота. Да, действительно, вот смотришь на эту славную мордочку и даже не подумаешь, что это может быть очень опасный хищник. Друзья, а мы продолжаем именно сейчас переходить больше к искусству. Наверное, в Якутске вообще трудно найти человека, который бы не знал о художнике Афанасии Осипове. И сегодня в рубрике «Музейный гид» мы расскажем о картине, которая стала визитной карточкой Афанасия Николаевича в ауре космоса. Космос древнегреческого означает «вселенная», «мир». Постоянную экспозицию Национального художественного музея украшает картина якутского художника-живописца, народного художника СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени Репина, академика Афанасия Осипова. Эта картина встречает всех посетителей музея, ее невозможно пропустить. Она погружает всех в атмосферу загадочного мира художника, звезды якутского изобразительного искусства. Эту картину художник написал в 2001 году и дал ей очень красивое, фантастическое название «В ауре космоса». Поражает такой пространственный эпический размах картины. Она наполнена воздухом, свежестью, светом. Художник, словно превратившись в птицу, парит над землей, осматривая якутские дали. Стройные, величественные заснеженные хребты гор, узкие извилистые рукава реки, осенняя якутская тайга светится золотом под лучами встающего яркого солнца. Внутренняя духовная сила подсказала ему этот взгляд. Пространство картины наполнено воздухом. Солнечный диск с золотым кругом, символ гармонии, мироздания, притягивает в свою орбиту, одаривает теплом. Художник сам космос. Он разговаривает с миром на языке изобразительного искусства. Он делает мир сияющим, наполненным светом, поэзией, любовью к родине. Я сын дерзновенный, холодного снежного края, где все и промерзло, и злыми ветрами продуто. Я руки тяну к восходящему солнцу, и тундру, и дебри, и кручи, влюбленной душой обнимая. С понедельника на нашем канале стартовала новая программа. Она будет очень интересна всем, кому хочется знать больше о жизни в частных домах, на дачах. Дарья Анкехова и Дмитрий Аргунов делятся своими полезными советами, а также призывают каждого из вас стать участником этой программы. Строители, лайфхакеры и просто замечательные владельцы своих дачных участков. Нам без вас не обойтись. Присылайте нам свои идеи, фотографии своих замечательных участков, домов, бань и прочих строений. Можно даже видео, и мы с радостью вас пригласим к участию в наших программах. Действительно, замечательная возможность есть у наших телезрителей. Ведь, может, именно вы станете участником нового проекта «Подворье». Все очень просто. Присылайте фотографии, видео, желания, советы, лайфхаки. И свяжитесь с нами. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своем экране. Новый проект «Подворье» стартует совсем скоро. Лето вместе с Дарьей Анкехова и Дмитрием Аргуновым. Увидимся. Позвольте зачитать одно сообщение с WhatsApp номера. Поздравляем брата Олега с днем рождения. Желаем здоровья, удачи, всего самого-самого хорошего. Мы присоединяемся к поздравлениям. А также, друзья,
Мы приглашаем выпускников принять участие 30 мая в онлайн-выпускном на канале НВК «Саха». Для этого вам нужно отправить до 27 мая на указанную электронную почту видеоролик с рассказом о вашем классе и поздравлениями с обязательным указанием названия школы и именем руководителя, номером телефона. Требования к видеороликам. Продолжительность до 3 минут, размер видео 16:9, видео горизонтального видео, качество видео Full HD, битрейт 10 мегабит в секунду, свет либо уличный дневной свет, либо со стороны камеры. Титр, название школы и класса. Прием видеороликов до 27 мая 2021 года. Адрес электронной почты НВК. Нижнее подчеркивание выпуск 2021@mail.ru. Национальная учебная компания «Саха» в 2020 году впервые провела онлайн-выпускной для учеников, заканчивающих школу. Тогда мы получили порядка 150 заявок от разных школ со всей республики. Мы продолжаем эту традицию и в этом году. И если вы хотите принять участие в акции, отправляйте поздравления с окончанием школы в горизонтальном формате. Заявки мы принимаем до 27 мая. Отправить свое видео можно на почту НВК, нижнее подчеркивание, выпуск 2021@mail.ru. На этом наш эфир подходит к концу, друзья. Мы желаем вам хороших выходных, хорошенько отдохнуть и надеемся, что ваше настроение на эту пятницу уже приподнялось. Ну а чтобы выходные были веселыми и позитивными, предлагаем вам сейчас перенестись на крышу нашей телерадиокомпании, где вас ждет наш музыкальный гость, скрипач Дмитрий Шугушев. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всего самого доброго, позитивного, отличных выходных. Зарядитесь настроением на следующую рабочую неделю.